Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница и чудесный такой женский вечер в штабе «Татар», который организовала традиционно наша замечательная Гульнара. И на женском вечере было очень много выступающих, спикеров. Это чудесные, талантливые, очень способные и реализованные, каждая в какой-то определенной сфере женщины. И настолько интересные знания они нам рассказали, поделились. Я в том числе выступила с астрологической темой «Как найти баланс в различных сферах жизни для женщины». И эта тема тоже действительно очень важная, актуальная, интересная и вызвала интерес у присутствующих. Также мы послушали выступающих с темой «Как улучшить свою женственность», как проявляться женщине, как быть счастливой, гармоничной в этой жизни, такой активной, особенно в Москве, когда темп жизни действительно очень быстрый, когда нужно успевать многое сделать и в то же время реализовываться, используя свои таланты, способности. И эти знания, они настолько уникальны, настолько важны, что действительно каждая почерпнула для себя очень много важного, нужного. Каждая нашла ответы на свои вопросы, получила какие-то инсайты. И, конечно же, такие встречи, такие женские вечера очень важны для нас, для девушек. Поэтому хочу поблагодарить, конечно же, нашу Гульнару за то, что она помнит о нас, за то, что она любит нас всех и специально для нас организует эти встречи, приглашает спикеров, приглашает выступающих, которые могут поделиться своими знаниями, своим опытом жизненным, своей мудростью, поделиться с девушками более молодыми, передать свои знания и вдохновить их. И эти женщины, они действительно творческие, уникальные, каждая в своей определенной сфере. И такие вечера женские, они не просто нужны нам для праздного любопытства. Они нужны нам для того, чтобы вдохновляться, понимать, что мы делаем не так, где нам в какой сфере нужно улучшить, сгармонизировать, куда направить энергию, каким образом научиться слушать себя, прислушиваться к своей интуиции, научиться любить себя, заботиться о себе, о своем здоровье и, конечно же, найти свое любимое дело, заниматься творчеством, реализовываться как женщина и быть счастливой. Сегодня состоялся второй вечер женский. Мы очень просили этот вечер. Первый нам очень понравился. Тематика в этот раз была другая. Рассказывать не буду, что было, что освещалось. Увидите все в видео. Но я бы хотела сказать, чтобы девушки почаще приходили, побольше приглашали с собой своих подруг. Мы здесь обмениваемся энергией своей, знаниями, опытом. Очень интересно. Даже если что-то вам не пригодится, обязательно будет какая-то информация, которую вы для себя почерпнете. Поэтому я буду только рада, если вы будете приходить на данные вечера. Благодарим Гульнару за то, что она основала это мероприятие и продолжает его вести в рамках штаба «Татар». Благодарим штаб «Татар» также за то, что нам предоставлена такая уникальная возможность собираться здесь, организовывать встречи, обмениваться информацией. Это очень ценно, это очень важно. Мы развиваемся, не стоим на месте. Хотим быть одной из сильных наций, поэтому нам важно такие встречи проводить. Добрый вечер. Я сегодня в гостях в штабе «Татар», и меня позвали как спикера выступать на женской встрече, так как я являюсь женским коучем и помогаю женщинам в различных вопросах в плане здоровья, психологических моментах. И хочу сказать, что женщина во все времена играла огромную роль даже в глобальном государственном плане. И так как женщина — это в первую очередь мать, жена, дочь, сестра. И эти социальные роли откладывают отпечаток, естественно, на ее поведение. И женщина всегда, во все времена, являлась хранительницей очага. И ее психологическое состояние, эмоциональное состояние оказывает сильное влияние на атмосферу в семье. И поэтому я считаю очень важно работать с женщинами с психологической точки зрения, так как от нее зависит атмосфера в семье. Она воспитывает потомство. Она передает из поколения в поколение национальные традиции, какие-то
передает знания о своем роде, о своем языке, о своей культуре. И очень важно женщине не только нравственное развитие, но и психологическое развитие. И в этом плане как раз я и хочу донести, что важно женщине понимать свою роль. В наше время женщины все сильные. Очень много женщин, которые бизнес-леди, да. И многие сейчас в настоящее время не пытаются создать семью. А таким образом они уходят от своих исторических корней, от своего прямого предназначения, так как женщина все-таки как бы Богом задумана быть матерью. И эти фундаментальные позиции многие женщины начинают забывать. И в связи с этим, естественно, и уменьшается рождаемость, и очень много проблем по женскому здоровью, бесплодие. И я как раз вот и хочу раскрыть эту тему, как важно найти баланс в этой жизни между своим предназначением, социальными ролями и той своей миссией, которая дана каждой женщине при рождении. Меня зовут Мария Левина. Я президент региональной общественной организации «Женщина. Достояние нации». И сегодня я была в одном чудесном месте. Я являюсь спикером на данный момент в женском сообществе гильдии татар. И я вам, как опытный практик, хочу сказать, я посещала очень много женских клубов, женских школ, женских сообществ, женских посиделок. И всегда приблизительно все одно и то же. Но сегодня у меня было ощущение, как будто бы я попала на иную планету в городе Москва. И столько нежности, любви, столько подлинности я не помню, когда последний раз встречала. Поэтому я хочу... Единственное, наверное, что сейчас сделать, это высказать огромную благодарность Гульнаре, потому что именно от хозяйки зависит от того, как будет происходить вечер, кто будет собираться, о чем они будут говорить. И именно она является тем сердцем и источником, который создает все остальное вокруг. Поэтому я могу сказать, что я бы очень хотела дальше общаться с этим кругом. Я хочу нести пользу в это сообщество. И я хочу сказать, что это бесценный источник радости, бесценный источник истинного глотка любви, которого нам так очень сильно не хватает в этой жизни. Поэтому всем желаю, женщинам, любви, искренности и оставаться с собой до конца. И сегодня мы также прослушали песни, замечательные, очень красивые песни талантливых девушек ансамбля «Даян», которые исполнялись сегодня песни здесь впервые в штабе татар. И они удивили нас своими нежнейшими голосами, своими талантами. Спасибо им огромное за то, что пришли и украсили наш вечер женский, что стали таким достойным, красивым завершением нашего женского вечера. И вообще, я такая заряженная сегодня, вдохновленная сегодняшней встречей, поэтому хочу пригласить всех наших девушек. Обязательно приходите на женские вечера, обязательно наслаждайтесь, вдохновляйтесь, наполняйтесь этой чудесной энергией, чтобы дальше с новыми силами, с новым вдохновением, с новой энергией жить, наслаждаться жизнью, быть счастливыми и реализовываться. Спасибо вам огромное.